Всех приветствую! Вы снова на канале Алексеева Лайф. У меня прям в последнее время такая активность. Ну, видимо, тяжелая затяжная зима закончилась. Солнце каждый день, витамин D уже потребляем прямо кожей. Мне вот хочется что-то делать. И вот бесконечно. Не знаю, насколько мне хватит. Надеюсь, что надолго. Если что, кстати говоря, подкидывайте тоже какие-то интересные темы для обсуждения, или, может быть, вы бы хотели кого-то видеть в гостях у меня в студии. И, слава богу, наконец-то эта предвыборная гонка завершилась, да, и больше нет. Хотя все интервью лично мне было интересно проводить, мне были интересны все кандидаты, которые приходили. Но сегодня у нас уже такое свободное общение с человеком, которого я вообще жду у себя в гостях еще с конца 2019 года. Но так уж получилось, что на тот момент было технически невозможно встретиться и записать интервью. Потом начался 2020 год со своей пандемией. И в итоге вот только сегодня мы встречаемся с Денисом Петровым. В народе Баркангаев. Почему Баркангаев? Здравствуйте, во-первых, да. Почему Баркангаев? Ну, это просто так случайно получилось. То есть это Баркана, это один из многочисленных там героев, там легендарной истории якутов, да. Это фольклорный персонаж, но он в реальности тоже существовал. И вот тоже сидел, думал, какой ник себе придумать, ну и решил взять там Баркана, да, Баркана-Ботр. Это у немцев есть такая традиция, когда вот каждый человек, ну они же кочевники, и каждый человек должен при этом иметь собственную, ну, такую легенду, и постоянно при встрече, во время кочевания, там, при встрече рассказывать эти легенды, истории друг другу. То есть кто он, откуда он, что он себя представляет, то есть визитка своего рода. Ну, это именно для общения кочевников, да, то есть они все встречаются, сидят у костра и начинают рассказывать друг другу истории. И вот и у таких людей, ну, обычно бывают свои такие любимые исторические персонажи, о которых они больше всего любят рассказывать. Ну вот, я выбрал этого человека, да, Баркана-Ботр, человек же в 16-17 веках. И вот как-то вот так пошло. Ну, тогда у меня вообще подписчиков было 20 на человек только. Я, кстати говоря, подписалась, не помню, ну тоже, по-моему, в 2019 году, в начале 2019 года, что ли. И просто это был какой-то, ну, для меня, допустим, есть еще паблик History, да? History of Якутия, да? History of Якутия. History of Якутия. И это действительно, вот, ну, прям кладезь какой-то невероятно, ладно, полезной, ну, вот прям какой-то крутой, интересной информации. И, конечно, я вообще не могла пройти мимо. Мне прям очень хотелось поделиться с людьми, что вот есть люди, которые делятся своими знаниями в области истории и культуры Якутии. Расскажите вкратце о себе, какой вуз вы, из какого вы вуза, кем вы сейчас работаете, чем вы занимаетесь? Ну, как меня уже представили, да, меня зовут Петров Денис Михайлович, да. Я учился в Северо-Восточном федеральном университете по специальности историк, преподаватель истории, закончил в 2014 году и пошел работать в Институт гуманитарных исследований, и там же поступил в аспирантуру. Ну вот с тех пор, с 2014 года, и поныне я там работаю, да. Ну, долгое время был лаборантом, и вот в 2018 году стал младшим научным сотрудником. И вот... Смотрите, как вообще вот появляется, то есть вообще все, кто окончил историческое отделение, что ли, могут быть археологами? Нет. Как это определяется, кто? Ну, строго говоря, да, каждый практически человек, который имеет специальность историка, да, он в принципе может стать археологом. То есть это должен быть, ну, специальная научная организация, и программу которого включено вот как раз таки вот заложено проведение археологических работ. И если у тебя есть специальность историка, то в принципе можно уже заказать там. Там очень долгая процедура на самом деле, да. Кому дается право копать раскопки. Вы прям копаете? Да. А вы, значит, соответственно, от какого-то определенного института? Да. Это он какого значения? Республиканского, федерального? Нет, это местное отделение Сибирского института. Академии наук. Академии наук, да. Есть, вот у нас, собственно, Академия наук РСЯ есть, да, есть и ЯНЦ Соран, то есть это отделение Российской академии наук.
Вы Наш институт это относится к ЯНЦСВРА. Как определяется вообще, где какие раскопки будут проходить? Кто вот это вот инициирует? То есть технически как это происходит? Допустим, вы говорите, или вам говорят, или вы предлагаете, или что? Или в рамках каких-то событий, которые политических, экономических? Или вообще как это все происходит? Вы же не идете просто, давайте вот в этой долине покопаемся, да, вдруг там что найдем. Ну, условно. Ну, там разные бывают работы, да, конкретно могут заказать, допустим, исследовать какую-нибудь местность, да, там, что-то собираетесь что-то строить, и, соответственно, эту местность надо проверить полностью, да, там, есть памятник культурного значения или нет, то есть это называется хоздоговорные работы, и это уже отдельно как-то идет, да, то есть абсолютно каждая вот, работа, да, вот, строительство трубы, трубопровода, дома и так далее, да, то есть только после археологической экспертизы. Было такое, что после ваших археологических экспедиций, допустим, ставился запрет на строительство? Было, да, то есть в Ленском районе там пришлось им газопровод несколько отклонить, да, на 50, что ли, километров, чтобы обойти памятник культурного наследия. А там что было? Ну, там поселение, ну, стоянки каменного века, и, собственно, чтобы не разрушить их, ну, пришлось и пустить его под, да. Ну, собственно, для этого и проводятся хоздоговорные работы. Ну, есть, собственно, научная работа. И тут уже есть, конечно, большие проекты, например, вот недавно, ну, так скажем, отгремела «История Якутии», да, проект «История Якутии», да, то есть это по линии правительства, и оттуда шли, вот, ну, и, собственно, средства бюджетные, да, и, ну, там мы действительно работали с этой проекта, и там в самых общих чертах дается какие-нибудь задания, да, вот, найти какие-то новые памятники, которые вот могут пролить свет на некоторые неизвестность и страницы истории, темные пятна, да. Много их, да? Много, 5? Ну, очень много, да, очень много. Ну, как бы вообще, в принципе, даже, я думаю, большинство, наверное, да, интересует вопрос, ну, несколько же гипотез о происхождении народов Саха. Народ Саха, он появился, по вашей версии, как? Когда? Ну, это тоже люди, ну, вот, именно с отчаянием каким-то хотят узнать, да, вот откуда. Ну это же важно, это же все равно, что знать, кто твои родители, да, или там кто твои бабушки, дедушки, прадедушки. Ну тут две основные теории есть, да, как бы. То есть это южная миграционная теория и автохтонная теория, да, то есть, ну, сейчас все эти теории, они зародились, в принципе, когда вот в 19 веке, там, в 20 веке, до середины 20 века, вот. И, естественно, эти идеи не были подкреплены, так скажем, четкой, серьезной научной базой, да, то есть конкретно вот брали, допустим, легенды, а вот мы находимся в Ленском крае, это северная земля, а тут какие-то коневоды живут, да, или скотоводы. Ну, естественно, они просто откуда пришли, там, толпой, оттуда еще легенда появляется, да, откуда там Эллей приплыл на хоряге, там, и прочее, да. Ну и, собственно, в русле наивного миграционизма только могли рассуждать тогда люди, и сами исследователи, да, ученые. Ну и, то есть какая-то летопись, да, условная? Летопись какая-то условная, да, создавалась и потом накапливалась, дополнялась или что? Или вообще, кстати, системности нету в этом вопросе? Тогда не было никакой системности, да, то есть просто... Сейчас есть? Сейчас есть уже, да, и очень многие вот именно вопросы, особенно ранние этнические истории якутов, мы уже, можно сказать, уже пересмотрели, да, вот новая история Якутии, которая выйдет к юбилею республики, вот там будут уже совершенно иные, да, теории будут уже продвигаться. Что за издание? Это какое-то массовое издание будет или какое-то подарочное, дорогое, там, за великие десятки тысяч, не знаете? Я точно не знаю, но на это не только ограниченный тираж будет, но более-менее массовый точно будет, я так думаю. И предыдущая история Якутии была написана только в 50-х годах, то есть это 50, я точно сейчас не вспомню, 53-й, там, 55-е годы. То есть, получается, допустим, студенты СФУ учатся по учебникам 50-х годов, да? Ну или по материалу 50-х годов. Ну это обобщенный труд, который вот вобрал в себе все гипотезы и так далее. Но вот 70-х, 80-х, конечно, там тоже большая работа шла. А не было ли там, извините, такого, да, что советская пропаганда определенные идеи какие-то вносила, да, в формирование вот этого, ну, федерального центра, опять же, и автономных республик,
Вот вы сами для себя, допустим, не отмечали какие-то такие Ну, там нюансы? есть, конечно, именно главный минус советской науки заключался в чем, да, в том, что она ко всему подходила с точки зрения исторического материализма, ну, то есть это и информационный подход, что там первобытный строй сменяется обрабатывательским, потом там феодальным, потом капиталистическим, и потом наступает вот коммунистическая эра там и так далее. Ну, это все сейчас, конечно, устарело, но это используется до сих пор, конечно, в целях познания, да, вот что какие-то экономические отношения между людьми, там, Ну, для заложения да, основы. феодализм, вот термин, да, сейчас широко используется. Но как-то эта методика марксистская уже устарела, и, соответственно, со временем надо все время пересматривать заново, да, то есть, и вот история якутов, да, тоже вот вокруг этой самой информационной теории все это вертелось, да, тогда спорили у якутов, какой социальный строй был, это Какой? родоплеменной с зарождением феодализма, или это феодальный строй с пережитками родоплеменного строя, там, и вот очень воевали между собой историки в свое время. Там, А почему 50-е воевали? годы. Да? Почему воевали? Ну, какие аргументы Ну, это были? принципиальный вопрос был тогда. Не, ну понятно, да? что Ага. это принципиально. Я имею в виду, какие аргументы мешали прийти к единому мнению? То, что и одни, и те были, в принципе, неправы, да, то есть это в отношении, так, ну, как современные, допустим, намадоведы рассуждают, да, вот принципы формационной теории ее вообще использовать в отношении номадических обществ очень сложно, да, то есть у тебя экономическая база могла вообще не меняться, да, со времен там хундов, там, ранних скифов, да, да, и, соответственно, помимо этого, они еще вот надстройка у них менялась, допустим, у них прекрасно существовали, вот, допустим, родовые отношения, но при этом они могли строить там огромные империи, там, завоевывать полмира и так далее, если даже вот монголов, Чингисхана вспомнить. Да, хотя вот, ну, в целом вот поэтому они зашли в тупик, можно сказать, исследования в этом направлении нашем. И вот, ну, в крупных исследовательских центрах, там, начиная с 90-х, вот, там тоже свои прорывные работы были по социальному строю, вот именно кочевников и так далее. Ну и вот сейчас мы тоже активно применяем их работу, наработки, да, мы уже пересматриваем историю якутов. А вот, допустим, каждая ваша экспедиция, да, археологическая, она потенциально же может что-то новое вносить? Да. Как часто такое происходит? То есть вот именно ваше понимание, ваше, ну или вообще в общий, да, пласт информационный по истории Якутии? Там вот каждый вот исследованный памятник, он приносит что-то новое, да? То есть при всем том, что вот археологическое изучение Якутии там длится уже последний век, да, наверное, так материал накоплено не то чтобы очень много, да, по сравнению с тем же там бассейном Амура, допустим, сравнивать, или Западной Сибири, там раскопано сотни поселений и тысячи погребений, да. А у нас такого, к сожалению, нет. Почему? Почему? Просто специфика региона такая, да, то есть это, во-первых... В смысле, самого материала не так много или средств на экспедиции не выделяется? Памятников не так много, да, то есть некоторых, ну, где там в центральных областях России, допустим, есть могильники, которые включают там 8 тысяч захоронений, да, вот это могильник там неолита бронзового века. А у нас такие подобные находки идут на единицы, там 10, 20, может быть, найдено. То же самое вот касается... 10-20 найдено за последние 100 лет, да. А, за 100 лет? Да, именно вот, допустим, какого-то периода, там, скажем, там, бронзового века, железного века, да, у них счет идет на тысячи, а в то время как мы оперируем только вот такими числами значениями. А что это дает вообще? Ну, допустим, пускай 10, ну и что? А если 1000, то что? Ну, это можно конкретно проследить, да, вот именно какие-то изменения, тенденции, как вот более информативно, более информативно становится, да, как облик человека менялся, да, и прочее. Не, ну, а помимо этого, допустим, какой-то потенциальный импульс для развития направления какого-то вида деятельности может это дать? Ну, тут
более такой глобальный вопрос, да, то есть вообще для чего нужна история и в том числе и археология, потому что это фундаментальные науки, да, то есть они изучают наш мир, наше бытие, да, и даже напрямую, возможно, этого никакой роли не играет, да, допустим, что дает нам изучение там самых далеких планет, допустим, это же тоже напрямую на нашу жизнь не влияет. Ну и, собственно, исходя из этого, да, из-за того, что вот история является фундаментальной наукой, она как бы не влияет прямо на нашу жизнь в том случае, если какие-нибудь, допустим, политики не начнут ее использовать именно в своих интересах. И вот, вы наблюдали такое? Ну, тот же самый там Гитлер, вот, нацистская партия, там же вся идеология была построена на лжеистории, да, мифологизированной истории. Не, я имею в виду вот именно у нас в Якутии. У нас в Якутии каждый человек все равно он пытается как-то вот исказить историю в пользу себя. И очень много, вот некоторые вот там даже депутаты какие-нибудь, да, пытаются вот оперировать своим там традиционным там этим там, которых на самом деле вообще могло им не быть, да, то есть там надо отдельно смотреть. Ну это да, это вы прям предвосхищаете мой вопрос, но в части того, что люди искажают историю, это я вот прям буквально даже недавно у нас в нашей родне, да, один человек взял, написал книгу, хорошую такую книгу, да, вот про всю родословную, ну то есть он-то не совсем напрямую в нашей родне, но он взял как-то вот так вот вклинился в наш род. И все, и там понеслась такая шумиха, да, вот на уровне как бы родственников, на уровне моих родителей. Вот он тут соврал, вот он тут, вот он вообще ему не родственник, это вообще он тогда все пытается там как-то исказить. Тогда, получается, те могут взять, приехать на нашу землю, то есть, в общем, там какие-то такие рассуждения. Не, ну я, конечно, их понимаю, я вот представляю, что если взяли там что-то так, поменяли, да, в каких-то связях, и этим же, кстати, очень многие якуты занимаются тем, что пишут вот описание свою родословную, да, Кинтянкинах, Хантанханнах, это вот прям так важно. Ну, чуть-чуть приукрашивает местами, да, там, то обязательно. Ну, историю пишет человек, да, что да, называется. Вот в том-то и дело, да, что вот именно ученый, он изучает, пытается восстановить именно объективную истину, да, то есть даже вот говорят, историю надо изучать, что вот именно для патриотизма, допустим, да, нет, да, история изучается только для самой истории. Для правды? Да, для правды, да. И, собственно, наука археологии является одной из таких, скорее, вот, естественно-научных дисциплин именно верификации исторической науки. Да, то есть это все равно, что, ну, мы постоянно сравниваем себя там с субмед-экспертами, допустим, да, то есть мы вот, потому что слово, да, любое слово, даже написанное в летописи, там какое-нибудь там слово, это по-прежнему это слово просто. А мы тут именно можем прямо сказать, или было, или не было, да, то есть если вещь найдена, это возможно было, если вещи нету, то скорее всего этого даже не было. Ну, а наши такие прямо вот, я просто смотрела сторис, вы, по-моему, достаточно тоже часто вам этот вопрос задают, да, про легенды об Эллее, о Дыгыне, все это было? Тагандархане? Ну, Тыгын, конечно, был, да, то есть это, исходя из именно письменных источников, можно сказать, что такой человек был, да, Тыгын Мундяков, он жил в 17 веке, и к приходу русских там, ну, его там пару раз увидели, и все, он пропадает вообще, и перестает упоминаться. Но вот именно тот образ, который существует, да, вот у современного человека, вот у якутов 19 века, да, что у нас был царь, свой царь был, да, его звали Тыгын, да. Вот тут уже какие-то вот искажения идет и наложение. Почему? Почему? Ну, это особенность сознания человеческого. Если без науки и без четко фиксированных задокументированных сведений, информации, это просто превращается в легенду. Да, то есть даже какая-нибудь Вторая мировая война, если без науки, это просто превратится в легенду о том, что два усатых богатыря подрались, и один другого поборол. Да, вот. Вот так, собственно, и происходило. Ну и, конечно, Тагандархан человек был, а вот помимо него был еще и, собственно, легендарный Тыгын, да, который олицетворял все представления якутов о социополитических вот, организаций их предков, да, вот, именно, видимо, древнее общество, ну, средневековое общество.
И вот многие, допустим, сюжеты про того же самого Тыгына, да, то есть они повторяются везде по Сибири. Был, например, вождь хантов, есть такой народ, ханты Западной Сибири, да, и у них был вождь Тоня Бардаков. Он тоже был царем хантов, он боролся с русскими казаками, потом его убили, голову отрубили, отправили в Москву, там русскому царю. Он поддержал ее, сказал: ой, какого богатыря вы убили, почему вы это сделали. Да? То есть идентичные сюжеты, которые повторяются тоже про нашего Тыгына. Да? То есть это какие-то там архетипичные сюжеты, да, которые есть у всех и просто подстраиваются под определенные вот, исторические персонали. Ну, вы не думаете, что, в принципе, там сам по себе, условно говоря, да, уклад жизни такой был, политика была такая, что это везде могла быть типичная ситуация? Ну, как сейчас, допустим, губернаторов, да, повально снимают. Вот, может, когда это тоже вот так вот принято было с отдаленными от Москвы землями вот так вот обращаться, с их ханами, тайонами и прочим. Ну, возможно, но тут и вопрос в том, почему вот именно одинаковую сюжетную оболочку все это и вот культурные элементы вот такие одинаковые, да, они повторяются, прям идентичные. Ну, тут, скорее всего, просто подогнали именно сюжеты, да. То Думаете, есть, да? Да. И то же самое происходит там с деятельностью 20 века, да, то есть про того же, сколько мистификации. Это не мистификация, это именно наделение легендарным таким ореолом, да, мифологизированным ореолом, да, вот сколько Максима Кировича Мосова, там, Платона Алексеевича Юнского ходит, да, вот про того же самого Юнского, да, который вот был одним из лидеров антирелигиозной кампании в Якутии, сейчас его делают, как будто это был самый настоящий вот шаманист, он защищал там якутскую веру, там в прошлый раз после одного сторис моего чуть не закрывали, да. Ну, я чувствую, сейчас тоже посмотрим выпуск, что-нибудь. Ну вот, видите, да, то есть есть конкретно мифологический образ человека, даже жившего совсем недавно, да, то есть в первой половине 20 века, и уже сколько вот таких искажений пошло. И в сознании народа это... Политики все-таки, да, влияют на это? Политика и текущая, ну да, социально-политическая ситуация. То есть, как бы есть необходимость использовать, опять же, там, в качестве легенды какой-то определенный, да, опереться на образы, которые имеют некий авторитет, да? При этом, да, исторические истины как бы уже никого не волнуют, да, то есть это всегда было по всему миру, везде, это свойственно человеку. Это начиная от нас, заканчивая там, ну и всем европейцам, у них все это тоже было в свое время, тоже широко распространено. Ну сейчас, по-моему, в Европе, кстати, это там, сильно не промышляют, да? Там более-менее. Потому что это же в целом, как бы действительно, как вы упомянули, гитлеровская пропаганда, вот у них на самом деле машина пропаганды была мощнейшая. Кстати, по образу и подобию потом в Советском Союзе тоже система пропаганды была установлена. А вообще все они тоже изначально, по-моему, где-то брали за основу американскую систему пиара. То есть это вот все как бы немножко такое вплетение. И создание легенды — это же тоже одно из направлений в пиаре в том числе. Ну это в пиаре, да. Да, то есть это все как бы вот продвижение, да, то, что сейчас принято называть. И вот, собственно, подход, и тут вот как раз таки играет роль разница подходов на именно этнические истории, да, истории народов. То есть это у нас есть конкретные 3 направления этнической науки, да, этнографии, с позиции которых, собственно, люди, ну, ученые и просто даже вот обыватели, да, рассуждают. Это примордиализм, конструктивизм и инструментализм. Собственно, примордиализм — это вот святая вера в то, что вот нация, она была всегда в природе, да, то есть она когда-то зародилась в каменном веке, и потом она вот росла, крепла, дряхлела, потом умирала на некоторые, а некоторые вот до сих пор преуспеваем, да, вот именно вера в то, что изначальность представления нации, народа, как именно биологический какой-то единый организм, который зарождается, растет, да, и вот, собственно, это из-за этого мы получаем тут древних якутов, которые там пасли мамонтов, да, на полном серьезе люди сейчас ходят, пишут книги, да, там, выпускают книги. Даже историки, люди, остепененные люди, да, пишут подобное. Ну, у них же мнение есть, каждый имеет право похоже, да, на компьютерную игру какую-нибудь, там, выбираешь фракцию, там, какую-нибудь там страну и развиваешь. И вот, собственно, есть основной
основное направление сейчас это конструктивизм, да, то есть это представление вообще любого человеческого общества, вообще будь то вот именно начиная от племя, род и заканчивая вот именно нацией, да, как высшая форма организации, это социальная организация, сплочение людей. То есть это социальный конструкт, да, то есть который создается именно людьми путем вот собственного мышления людей. Люди создают нацию сами, да, то есть оно не пришло, оно не существует само по себе, да, то есть и есть еще инструментализм, про который вот тоже вскользь упомянули, это именно использование всяких, ну, как инструмент, да, нации, как инструмент. Ну, например, да, может быть, мои дорогие устюмсю, это инструментализм? Ну, в грубой форме, если уж так уж обозначать. С ними вот посложнее. Это инструментализм. Вообще то, что вы интересовались вообще, то как бы чем они живут, так скажем, да, что они продвигают, вот те идеи, которые они движут. Оно как-то вообще коррелирует с тем, что происходило в древности в Якутии? Скорее нет, конечно. Это, возможно, можно сказать, это инструментализм, да, как раз таки. Именно это, новодел такой, да? Это новодел, который используется в чьих-то просто политических целях, да, то есть это... Не было такого, чтобы вот прям, то есть, ну вот, я не знаю, вы, ребята, извините меня, конечно, но мне кажется, что все-таки это больше взято из ислама, какая-то такая больше тема с мусульманским уклоном. Я бы сказал, что это общая тенденция для всей России, наверное, да, то есть если даже... Уход вот, ну, вот создание таких именно, создание таких, да, обществ и прочего, да, то есть если, можно вспомнить тех же там мужское государство, вот такая организация есть, которая в центральных городах России. Есть мужское государство, есть 40-40, который там провозглашает уже там православный, так сказать, экстремизм, да, продвигает радикализм массы. Ну, то есть это, скорее всего, ответ на кое-какие ухудшения в социально-экономической сфере. И, конечно, ни с какой историей это не связано вообще. Ну вы так я вообще, в принципе, мне еще что нравится в вашем аккаунте, да, в Инстаграм, то, что у вас всегда какой-то такой там сарказм проскакивает, особенно, да, особенно когда, допустим, дело касается... Не, ну вы вот, в принципе, интересно подаете, конечно, материал, пусть он даже такой серьезный, объективный, да, ну, в идеале, во всяком случае, должен быть, да, ну и тогда, когда, допустим, вопрос касается политики, у вас тоже есть такое, ну, проглядывает четкое свое представление о том, как правильно, как неправильно, ну, условно говоря. Ну, конечно, я же все-таки гражданин, да, участник современных процессов, всяких социально-политических, и я как гражданин, разумеется, имею свою точку зрения. Да. Какова ваша точка зрения по поводу Путина? По поводу Путина? Да, красавчик ли он? Нет, не красавчик. Нет, почему? Да. Ну, я вот как-то это все проговорить, но при этом не заработать какую-нибудь статью, да, я не знаю. Все-таки авторитаризм ни к чему хорошему не приводит. И он ни к чему хорошему не приводил. Это вы как гражданин говорите? Это я как гражданин, я скажу, да, что это авторитаризм это плохо, да, то есть попытка подавления именно каких-то там социальных, ну, политических, идеологических коллизий, да, и вот все это приводит только к еще большему ухудшению, да, этих самых ну, ситуаций в целом, да. И мы имеем целых два государства, когда вот как раз таки исчезли. Это Российская империя, это Советский Союз, да, на котором стали на путь подавления, да, попыткам сопротивления, всяким... Ну, то есть вы опираетесь на исторический мировой опыт и опыт нашей страны в том числе, да? Ну, разумеется, конечно. Я опираюсь, там, тоже сам, обвиняю, там, либералов. Нет, это я чисто исходя из своих, там, наверное, знаний, своих исторических будут. Оцениваю все, что сейчас происходит. А я, знаете, вообще впервые, когда открыла, по-моему, там что-то было связано с раскопками или останки женщины, да? Там были бисерные одежды, да?
Да, бисерная одежда, да. И меня вот эта вот тема как-то так вот закрутила, да, там как раз было тоже что-то на волне вот этих вот обсуждений того, какие идеи пытаются привнести в общество те или иные движения, да, какие вот идеи там наводило, они насаждают на наше общество, пытаются, да, и насколько это пагубно, не пагубно. И вот когда я это увидела, я подумала, интересно, а какая она вот в представлении Дениса Петрова якутская женщина, древняя якутская женщина? Ну, вы знаете, вот это такой вроде простой вопрос, да, но он не может быть. Все простые вопросы на самом деле самые сложные. Вот как раз такие вот характерные черта, какого-нибудь там шарлатана и так далее, да, что человек дает простые ответы. Ничего не бывает простым. И, соответственно, и когда мы говорим про 17 век, 18 век, да, именно конкретно в отношении нас, ну, допустим, нашего предков, наших современных людей, да, и так вот, говоря, называть якутами, они жили в совершенно другом мире, да, совершенно другом, который мы даже сейчас представить не можем, потому что тот мир, в котором живем мы, да, все идеи, все ценности, все эти политические там, идеологии, которые, моральные установки, тогда, все это появилось только вот в 18, 19, 20 веках, да, то есть то, что нас практически ничего с средневековьем не связывает, да, вот, и то же самое вот постоянно говорят, о, средневековье, там вот тоже недавно вот скандал был с Талбаном, и все люди начали говорить, какое же это средневековье, там, вот, средневековье, наверное, у нас было совершенно по-другому, да, и как раз таки в средневековье кое-какие там вещи творились. Какие, например? Которые очень не понравятся Устюмсе, да. Ну скажите. Нет, вот, собственно, исходя из, вот, надо отталкиваться от того, что вот именно идеализированного образа какой-то там якутской девушки и так далее, ну вот не только якутской, опять же, это касается всех народов, которые сейчас вот... Ну, мы сейчас говорим о нас, мы сейчас говорим, ну, потому что мы всегда этноцентристы и все пропускаем через нас, но мы всегда забываем, что это, все это было и происходит то же самое и с другими людьми, да. И вот... Какая датская девушка так себя вела в древности? Ну, там у них... Норвежская. Ну, вот они, кстати, по-моему, это же скандинавские страны, те, кто победил... Те страны, где победило равноправие, то есть у них, в принципе, вот эти вопросы, наверное, давно уже не висели. Ну и я, допустим, всегда склонна считать, что это, в принципе, да, северные страны или северные регионы стран, у них вообще, да, в ментальности, ну, в культуре вообще условное равноправие, наверное, должно было быть заложено. Потому что моя версия, гипотеза такая, что в холодном климате... Неблагоприятных условиях. В неблагоприятных условиях вообще невозможно одним гендером подавлять другой гендер. То есть это вот можно выживать только в единстве, в согласии, в условном каком-то там консолидированном подходе. Ну вот сейчас продолжу, да, вот и касается вот того, насколько был мир другой тогда. То есть это только в современном мире существуют нации, да? В мире средневековья никаких наций, как единых таких организмов не существовало, да? То есть, до какой поры не существовало? До 18-19 века. То есть были просто люди? Были просто общности людей, да, те или иные истории, мы сейчас говорим историко-культурные, просто культурные общности людей, которые существовали по своим просто каким-то внутренним процессам, подчиняясь своим каким-то внутренним процессам. Да? Это мы сейчас только вот когда наконец появляется СМИ, мы можем узнать, как там на другом конце там, большой территории там, поживает наш собрат, которому мы думаем, что наш собрат. Да? Только тогда вот появляется нация, только вот в 19 веке конкретно. Вот. Когда описание появляется, тогда и появляется нация, да? Да, и, собственно, тогда же начинаются вот всякие эти создаваться, да, вот. И в 19 веке там интеллектуалы сидели, говорили, да, вот наши национальные принципы, мы по этим принципам должны жить. Вот наш идеализированный образ, наша идеализированная история, допустим, вот мы самые древние, самые великие, да, условно, это у всех касалось тоже, да. И якутская девушка должна выглядеть и что-то делать вот таким образом. И вот так конкретно это плод именно интеллектуальной деятельности ограниченное количество людей, да, то есть это интеллигенты. Это происходило в 19-20 веках. Нет,
меня на это не говорит о том, что какие-то Не, были, ну просто да. это звучит на самом деле сейчас просто, ну реально дико смешно. Почему? Ну просто так, и все, и такая в мелкие кусочки. А какая была? Вот, Тогда. ну, собственно, Какая могла быть, такая и была, да? нет, получается? вы конкретно Или должны спрашивать, да, допустим, сословие, к ну какому вот сословие, сословию ну, принадлежат, какому да, то есть, сословию? да. Это понятно, что Да. как бы это же тоже такой Мы будем общий взять, собирательный, допустим, да? холопку, Сейчас скажут, какая она девушка 21 века? Ну, господи, Да, боже мой, да разумеется. где она живет, что она делает, какое у нее Разумеется, образование, и в старину да? тоже самое так и было, да, то есть женщина-холопка, допустим, да, и сословие холопов, то есть абсолютно пораженных правах категории людей, да, и сравнивать там какую-нибудь представительницу социальных элит, которые как раз таких вот бисерных, там, супер богатых одеждах родились, да, вот совершенно невозможно даже как-то отдаленно обобщить. И вот надо в первую очередь исходить из этого вот, в отношении гендера. И то есть права женщин, разных женщин и прочее там могли отличаться кардинально. Ну и вот. Ну, допустим, да, холопка, Мгм. она что могла? Ее спрашивали, нет? Вообще ни о Вот чем ее не спрашивали, да, и там вот как раз таки, До 17 года прошлого века ее вообще не спрашивали, да? ну, Ну, до 1861 года ее не спрашивали, да? Или вообще, в принципе, нас же это не сильно касалось? нет, это нас не касалось, Да. у нас своя собственная, Да, у нас своя отдельная была система, история была, да. да. И, ну да, вот, ну в чем, когда вот говорят средневековье, опять же вспоминать крепостных и так далее, да, вот на магических обществах скотоводческих было все несколько иначе, то есть большинство населения было представлено именно лично независимыми людьми, да, в отличие от крепостного строя того же самого. Поэтому мы такие всегда голосуем, прямо Якутия выдает результаты. Это лично свободное и узкое ограниченное количество лиц элитарной прослойки и некоторое количество лиц, там, пораженных в правах тоже, там, которых тоже было меньшинство. Ну, и, собственно, твое место в социуме, в традиционном мире опиралось, собственно, на три кита, да, вот три вида капитала. То есть это, собственно, материальный капитал, да, Земля там, да? Или она не имущество. Имущество Это, именно, собственно, да? имущество. Ага. Это материальный капитал, это социальный капитал. Положение, статус. Сколько у тебя родственников, сколько у тебя друзей, которые, если что, значит, прибегут помочь тебе. Вот оттуда, да, это все идет? И, собственно, последний вид капитала – это индивидуальный капитал. То есть, Гуманитарный, да, так скажем? Гуманитарный. нет, конкретно личностный капитал. Какой ты человек. Ну да, вот, то есть, гуманитарный капитал, ну, да, да, можно назвать его. Это физическая сила, физическая красота, здоровье и Интеллект, прочее. Да. То есть, соответственно, если ты вот три вида капитала себе включал, то, соответственно, можно было, ну, твое место в обществе было просто колоссальным, да, и вверх мог подняться именно человек, который сразу включал в себе все эти три вида капитала. Вот. Я просто перебью. Мне в прошлом выпуске там одна какая-то Алиска запомнила, да? Она писала, типа, с какой-то радости вообще девушка, которая выросла в бедной семье, да, вот вырастила себе корону такую на голове, ну это про меня, да, типа, ну подумаешь, там когда-то была королевой красоты, но когда это было, уже и не такая молодая, уже не такая красивая, ну как обычно, в общем, да, вот, с какой радости, все три капитала у меня есть, я считаю, и этого достаточно. Так, дальше. Ну вот, продолжаем, да. Так, к чему мы пришли? Ну, женщина, хорошо, вот она, да, то вот есть, получается, женщина. если она сама была из какого-то высокого сословия, да, если она при этом обладала, условно говоря, там, внешностью по тем стандартам или параметрам, по ним представлению, если она при этом обладала, там, харизмой, характером, волей, там, я не знаю, могла ли она быть, ну, вот, то есть, имела ли она право голоса? Вот тут как раз-таки не до конца ясно, да, вот как раз-таки вот представительница социальных элит, она могла быть более пораженном положении находиться, чем рядовой житель. Почему? Есть, потому что свадебный обряд, брачный договор вот этих социальных элит, они в первую очередь предполагали именно экономические отношения и, соответственно, между родом, да, мужа и жены. И за какой-нибудь девушкой условного там представителя элит, да, и контроль был гораздо
жестче мог быть, да. То есть, А, в то в время смысле, ее берегли? ее берегли, Охраняли? охраняли, Ага. да, так что вот. Никакой свободы, то есть Да, самовыражения, условно говоря. И вот тут, если даже вот брать документы 17 века, там четко коррелируется, да. То есть, если за тебя уплатили колым, как бы ты становишься собственностью мужа. А если между бедняками, там, между рядовым населением там, произошла женитьба без колыма, в свободе это называлось, да, в свободе, то, да, женщина могла решать, за кого выходить, не выходить, там, могла подать на развод, там полностью, тут уже... Короче, именно экономические последствия управляли, да, этими процессами? Да. Угу. И это до какой поры было? Это было практически до революции. До революции. Ну, там, конечно, вот в 19 веке, конечно, вот в 19 веке у нас начали появляться уже, собственно, скажем так, вестернизированные, модернизированные, вот, собственные элиты, да, то есть, где и отношения, конечно, вот, начали отходить именно уже от средневековьях. Ну, и, конечно, там тоже своя история. Там несколько вот течений было. И до 20-х годов даже вот во многих местах сохранялось вот именно чисто традиционные отношения там, между собой. Даже до 30-х годов, да. Вот. А вот вы сказали, что женщина, ну, то есть там в зависимости от того, да, там сколько уплачено, не уплачено, потом она начинала принадлежать мужу. Что это подразумевало? Он решал, сколько детей будет в семье, да? Ну, он решал, куда она будет ходить или с кем общаться? Ну, скорее, это даже не решение мужа, это была обязанность обоих супругов, да, то есть это цель существования, тем более в таких условиях, да, средневековья, это нарожать как можно больше детей, да, то есть тут... Чтобы в помете побольше осталось, да? Да, то есть это могло играть как против и женщины, так и против мужчины, да, то есть мужчина, бездетный мужчина, он также порицался и прочее, ну и, собственно, почет к женщине тоже рос диаметрально, пропорционально, сколько у нее там детей рождалось. И, ну, соответственно, так... Почему это имело значение? Что вот она увеличивает род? Да, увеличивает род, да, то есть количество членов рода, это напрямую сказывалось на насилии рода, насилии клана. И, собственно, тут я бы не сказал, что вот не надо вот представлять, как будто она была поражена в правах или нет, да, вот она сама хотела рожать, да, ну, есть, сама это идея такая в обществе. Да, это когда она не хочет рожать, но ее заставляют рожать, да, вот это и есть притеснение, да. А вот с точки зрения того времени я не думаю, что это было притеснение. А люди ниже сословием, то есть те же самые бедняки, там, условно говоря, ну или там. Ну, у них, в принципе, бы то же самое. У них меньше было детей? Они меньше детей выживало, скорее всего. Ну и там самые различные такие могли быть ситуации, когда вот детей продавали в рабство, там, могли... У якутов такое было? Разумеется. Да, это у нас, наверное, мало кто знает, но до начала 19 века Якутск был перевалочным рынком рабства, да, то есть тут... детского рабства? Ну, в том числе детского, там какие только виды рабов не было, конечно же. То есть рабов с Чукотки привозились, с Магадана, с Амура, вот в 18 веке, да, там активные бои шли, особенно на Чукотке там. Ну, это подстегивали еще сами казаки тоже, вот, рабовладельни. Ну, это, ну, так скажем так, экономическая жизнь якут тогда была на этом тоже вот. Но до прихода казаков этого не было? Тоже было? Тоже были, да. Это новодельское общество. А с кем это вообще? Как вообще об этом, ну, то есть как вообще это возникло? Как возникло? Да, ну, торговля рабами. Ну, это было всегда, да. Я, честно говоря, не думала, что, не знаю почему, как-то так получилось, что у меня вот эта вот информация никогда не попадала. Я не знаю почему. Видимо, все деликатно... Ну, у нас же есть табуированные темы, которые вообще общество не обсуждает, да? И потом вдруг раз, оказывается, у нас в обществе есть домашнее насилие. А не было же его, да, никогда? Ну, вдруг оно когда-то появилось, там, в 16-17 году этого столетия уже. Потому что начали поднимать об этом тему. И что оно давно было?
Разумеется. То есть Сейчас это- точно это- не знаем, да, когда вот это все появилось. как это подтверждается? М, Откуда информация? Так, информация, во-первых, это и документальные источники, доказательные документы 17 века. Ну, собственно, легендарные, вот всякие наши все сюжеты, где вот хоронили заживо там рабов вместе с господами, да, с преступными социальными, или там, что вот богатая женщина, она выходила, девушка выходила замуж, и с ней вот снаряжали несколько рабов там. Рабы это хамначиты, которые, да? Нет, Именно рабы. кулут, да. То есть там в казачьих документах используется два термина. Это кулут и бокан. Кулут это, собственно, по-якутски раб, а бокан это, видимо, по-евенкийски, что ли. Вот. По-монгольски, по-евенкийски. Вот, тоже вот в том же значении это раб. Вот русские используют сразу два этих термина в документальном обороте 17 века. Интересно. И вот, собственно, тоже продолжая тему там, женщин наших, да, вот. Вот недавно тут тоже читал книгу там советского времени там и так все описывается, да, вот какая якутская женщина была забитая, вот как и много вот тяжелых приходилось ситуация, там страдать от мужа, да, и там же приводятся документы, ну, сведения из документальных источников, я там что это докладные, челобитные и прочее. И там пишут, что вот одна женщина, она жаловалась на мужа, точнее, одна женщина жаловалась, что ее дочь, муж начал колоть ножом, бить пальмой, стрелять из лука. Да. И потом вызвали в суд этого мужчину, сказали, да, спросили, да, ну что ты сделал? Он сказал, да я не колол ее ножом, не ударял пальмой, не стрелял из лука, я просто прутиком ее отстегал за вину. И вот, ладно, смотрим, да, вот физическое насилие в отношении женщины, да, вот. И там тоже вот несколько таких случаев, да, когда вот женщина убегает из дома, там, ну вот, и там они пишут, вот такая вот страшная жизнь была, да, у нее. Но тут скорее даже наоборот, да, вот. Сам факт того, что женщина убегала из дома, подвергаясь насилию, да, и шла жаловаться в Острог, там, жаловаться русским казакам, это уже говорит о том, что она не воспринимала как норму, да, что ее бьют и так далее. Да, то есть это гораздо то есть больше. у нее если были методы воздействия. Были методы воздействия, да. Если не казаки, да, потому что к казакам прибегали только в крайнем случае, то это гарантом ее защиты выступал ее род. И, собственно, учитывая уровень саморасправы, да, который тогда встречался, да, за какое-то отношение, неподобающее в отношении женщины, можно было там один раз проснуться, да, выйти из дома и увидеть там вокруг дома там целое войско, которое пришло по твою душу, да, чтобы наказать тебя за... И это тоже всегда встречалось в 17 веке, да, то есть братья шли войной, чтобы спасать своих сестер там от деспотов. Ага. Но это, по-моему, до сих пор сохранялось. Во всяком случае, ну вот у меня бывали клиентки, которые рассказывали либо про себя, ну если прям такие возрастные даже, да, либо, допустим, там про своих родителей, да, и вот этот вот подход, когда братья идут защищать сестру, это, ну, такая достаточно распространенная история. Мне, допустим, с психологической точки зрения, конечно, это все не нравится. Почему? Потому что человек, за которого всегда кто-то ходит, решает его проблемы, он просто остается инфантильным, то есть непригодный к реальной взрослой жизни. То есть чуть что у нее проблема какая-то там с мужем, прибегают братья, чуть что они там пришли, ему там наваляли, да, чуть что они там его вообще пригрозили или выкинули из дома и там кинули там какую-нибудь подачку. Ну, возможно, да. Да, то есть это, видимо, тоже вот как, ну, условно, пережитки того времени. Какие-то, да. возможно, пережитки. Да, то есть это наблюдается во многих обществах, где вот сильные родовые клановые отношения, у тех же кочевников там Северной Африки, да, берберов, там тоже вот
такого откровенного насилия. Там, То есть политика решалась тоже внутри рода, да, происходила какая-то вот эта вот судебно-карательная какая-то Это, такая, да. это входило в функции вождя, то есть это глава клана, вождь, он должен был решать. И финансово-экономические вопросы тоже он решал. Регулировал он тоже. Ага. То есть такого общего, такого глобального, именно как в рамках нации? Нет, это как раз таки только с возникновением государства, да, у нас появляется именно легитимизированный институт насилия, да, то есть это осуществление насилия, да, то есть государство владеет монополией на применение силы, да, в отношении каких-нибудь членов, собственно, этого общества. А вот такого в старину, конечно, у нас не было, и приходилось решать. Вот. Это когда вот казаки появились и закрепились тут, они начали исполнять там полицейские и судебные функции, да, и следить за тем, что вот там. Ну, большинство дел, конечно, решалось там между собой, там, по-тихому. По-мужски, да? По-мужски, да. Вот. И, ну вот, в принципе, о чем еще можно. Там еще был такой забавный случай, когда девушка тоже пришла, с как пожаловалась, что муж ее перестал любить и начал бить. Но я, в принципе, я не хочу покидать его, потому что я его люблю, я такой читаю. Надо, Лена Алексеевна. А почему не отправили-то? Отправлю. Ну, такие забавные ситуации тоже. Вот что она хотела? Ну, видимо, она хотела, чтобы он пустил ее обратно в дом. Но он выгнал ее. И вот она требовала, чтобы муж открыл там дверь, пустил ее. В общем, это все вечное, да? То есть вот сколько крутится Земля, светит Солнце и Луна. Вы сейчас какой-то труд пишете, насколько я поняла, из ваших сторис. Да, скорее вот, так, очерки по истории. Очерки будут? Очерки. Или это как альбом, или что это будет? Нет, это будет монография, да? Монография, это будет монография, но я просто называю очерки. Вот, о чем? По таким вот не самым широко образом освещаемым темам, вот, скажем так, этнической истории якутов, да, то есть там, собственно, по социальным отношениям, по социальным политическим отношениям. Вот. А какой период берете? Там достаточно широкий, да, там средневековье и вплоть до... у нас нету такого понятия, как традиционного понятия средневековья, да, у нас, считай, местами средневековья до начала 20 века продлилось, так что вот до начала 20 века. И где это? Это в смысле, вы когда будете издаваться? Здесь в Якутске будете издаваться? Скорее всего. А возможно и в каком-нибудь центральном городе, если там будет дешевле. Еще пока не дописали, да? Дописал, отправил на рецензию, да. Там, сейчас, то есть в этом году может выйти? Возможно, да. Рукопись лежит уже у научного руководителя. Так что вот жду, занимаюсь там иллюстрацией, готовлю, чтобы красочно было, красиво. Классно. А иллюстрации где берете? Из своих фотографий? Из своих фотографий предметов, вот, и сейчас жду, пока освободится мой художник, Катя Суржанинова, да, вот с ней будем тоже вот некоторые реконструкции внешние виды людей делать. Да. Какие планы дальнейшие? Планы. У меня вот все планы, мои цели подчинены вот одной глобальной цели, да, защитить свою диссертацию, кандидатскую диссертацию. Вот. Вся моя жизнь сейчас проходит именно только для этой цели. И вот временами там я что-то пощу в Инстаграме, там я снизил полностью свою социальную активность, там большую часть времени сижу дома. И все, вот. Работа, сейчас работа. Я желаю вам успехов. Я внимательно продолжаю смотреть и следить за вашей страничкой. Я тоже понимаю, что действительно такие вещи, как написание монографии, требуют очень большой энергии, времени. Но мне прям всегда нравится там что-нибудь полистать. И всегда какой-нибудь такой тоненький нюанс с юморком. И вообще, конечно, узнавать свою историю, это очень важно. Вот это патриотично, да. Не придумывать там всякую всячину, а просто узнавать, что же предшествовало всем нам.
Я вам напоминаю, что нужно подписаться на мой канал, чтобы время от времени получать уведомления о том, что на канале Алексеева Лайф новый выпуск с новыми интересными людьми. Ставьте колокольчик обязательно, то есть нажимайте на него, пишите комментарии, задавайте вопросы и обязательно ставьте лайки. Мне это приятно, мне это очень приятно. До свидания. До свидания. И до скорых встреч с вами.